15 сентября этого года состоялся очередной президиум Академии наук Республики Саха-Якутия. Повестка дня состояла из 5 пунктов и нескольких вопросов на разные. Первым стоял вопрос об обновленном составе Президиума Академии наук. Далее о подготовке к юбилейным мероприятиям, связанным с 30-летием Академии наук Якутии, о ходе работ по второму этапу программы комплексных научных исследований КНИ-2, о выборах президента Академии наук и разное. По первому вопросу был одобрен новый состав Президиума Академии наук под председательством исполняющего обязанности президента Академии наук Леонида Николаевича Владимирова. 20 декабря следующего года исполняется 30 лет создания Академии наук Республики Саха-Якутия. Юбилейные мероприятия предлагается провести в Мясной в марте-апреле 2024 года с широким привлечением научной общественности, руководства республики, приглашением ведущих ученых Российской академии наук, а также региональных академий из Татарстана, Башкортостана и Чечни. Была создана в связи с этим рабочая комиссия по подготовке к мероприятиям. Заместителями председателя этой комиссии стали Борис Моисеевич Киршенгольц и Геннадий Владимирович Толстых. Комиссией будет составлен план работы по подготовке к юбилею. Председателям аусов Академии необходимо организовать активное участие в подготовке к юбилею. Это сбор материалов для изданий и организацию и подготовку мероприятий. К юбилею планируется подготовка юбилейных изданий. В связи с этим редакционно-издательская группа будет готовить материалы. По третьему вопросу по программе КНИ-2 выполняется в настоящее время второй этап по 9 проектам 2021-2022 годов. Проведены отчеты по первому этапу 2021 года. Они прошли экспертизу в аусах, рассмотрены и утверждены на заседании Президиума от 24 декабря 2021 года. Также выполняется первый этап 8 проектов НИР 22-23 года. Таким образом, в 2022 году выполняется 17 проектов по программе КНИ-2, в том числе один проект выполняется в рамках ВТК при Академии наук Республики Саха-Якутия. В одном из пунктов постановления по третьему вопросу необходимо в срок до 10 октября сего года согласовать с Министерством образования и науки Республики Саха-Якутия и Межрегиональным проектным офисом НОТС-Север перечень тем НИР в увязке с программой деятельности НОТС-Север и начать разработку и согласование технических заданий программы КНИ-2 2023 года. Всего 16 проектов оказалось у нас, по которым были подписаны государственные контракты. И в 2022 году таким образом мы выполняем 17 проектов, в том числе один проект в рамках ВТК при Академии Россия. Четвертому вопросу в соответствии с пунктом 4.1.6 Устава Академии наук согласовать с главой Республики Саха-Якутия, учредителем Академии наук, дату проведения общего собрания Академии наук Республики Саха-Якутия 24 ноября 2022 года. А в соответствии с пунктом 9 Устава Академии наук и положением о порядке выборов президента Академии наук объявить выборы президента Академии наук Республики Саха-Якутия. Главному ученому секретарю
разработать календарный план по выборам президента Академии наук и довести до сведения субъектов, имеющих право выдвижения кандидатур на должность президента Академии наук Республики Саха-Якутия. Лучшему студенту инженерно-технического института вручается ежегодно, тоже поручение СВФУ. 8. Присвоить имя Василия Васильевича одной из школ Горного Луса. Но мы прорабатывали этот вопрос, к сожалению, там уже все именованы, а в Мытахе это не тот уровень Василия Васильевича, чтобы называть одну школу его, даже на родине. Поэтому решается вопрос по присвоению имени сдающейся школе в декабре, который построил Сальва Григорий Иванович. И, наконец, последнее – это проведение научно-практической конференции по техническим, физико-математическим наукам. Предварительно говорили, Сергей Вячеславович Попов и Григорий Юрий Михайлович, они могли бы, у нас ежегодно проводится такой семинар, конференция, чтобы сделать имя Василия Васильевича Филиппова. Всего 10 мероприятий, которые мы завтра будем вносить на обсуждение правительственной комиссии в 9 утра. Уже вдохновился, да? Можете к нему подойти, и он о вас, об академике, снимет, как вы пожелаете, да, в каком этом, мы все равно должны дать. Но не все так, как только интервью давать. Кто-то может как хирург, кто-то может как инженер, кто-то может как профессор. В таком ракурсе бы дать, тогда бы мы можем немножко с другой позиции обыватель увидит республики, да, школьники увидят нас, да, увидят студенты, увидят нас деревни, да, коневоды, увидят оленеводы, увидят нас, как говорится, в городе, да, и все-таки Академия наук, академик, оказывается, он этим полезен, а этот человек там полезен.